Бродячие животные, дорога к монастырю и новый бюджет. Как новый Афон готовится к турсезону и какие есть для этого финансовые возможности, обсудим с главой собрания депутатов нового Афона Азаматом Чуаззе. Он у нас в студии. Азамат, приветствую. Спасибо, что с нами в студии. Добрый день. Итак, начнем, наверное, с бюджета, который уже приняли, работает. Насколько он оправдал ваши ожидания, с какими вообще финансовыми возможностями вступили в новый финансовый год? Как вы сами оцениваете вообще параметры бюджета, касающиеся нового Афона? Здесь в качестве справки хотелось бы отметить, что все-таки понятие бюджет для нового Афона это не совсем корректно. У нас все-таки смета расходов. И вот на 2024 год она составляет примерно 88 миллионов. Я сейчас все цифры, детально не буду вам говорить. Примерно, цифры. Да, общая 88. Это, если в сравнении с 2023 годом, то в 2023 году у нас было порядка 75 миллионов. Плюс в течение года у нас произошло увеличение на 18 миллионов. Это так называемый профицит, сверхдоходов, на который мы ведем работы. То есть в этом году в случае удачного туристического сезона будет еще пополнение. Обязательно. Получается, пока что не увеличили почти не увеличили бюджет. Почему там разница есть? Если мы берем 75 миллионов и сейчас 88, то увеличение произошло. С тем профицитом, да. Я имею в виду, почти такой же получается. Почти такой же, да. Но будем надеяться, да, что я уверен в том, что все будет хорошо. Но на что пойдут эти средства? Как эти деньги будут распределяться? На что хватит этих денег? Если мы говорим о бюджете, давайте мы будем так говорить уже. В основном, если мы берем бюджет на 2023 год, 75 миллионов было, порядка 75 миллионов. Конечно же, основная затрата этого бюджета – это заработная плата плюс жилищно-коммунальное хозяйство. То есть примерно где-то 75% это все уходит как раз-таки на заработную плату. И основные работы производятся, конечно же, за счет вот этого профицита. Я могу сказать, что те 18 миллионов, которые у нас были в профиците, они сейчас задействованы, в городе проходят работы, как раз-таки связаны с подготовкой к туристическому сезону. Могу подробно рассказать, какие интересно, работы. Какие это виды работ, на что этих денег хватает? Сейчас у нас идет укладка тротуарной плитки по улице Ладария, переходящей в улицу Харазия. Это порядка 7 миллионов 200. Общая квадратура где-то 1600 квадратных метров. Если говорить метраж, это порядка 800 метров. Получается практически вся центральная часть. Для жителей города, наверное, будет более понятнее, если я назову пункт А и пункт Б, куда эта тротуар выйдет, то это примерно от туннеля автомобильного, который ведет к келью Гроту Симона Канонита, и выходит оттуда, прям будет выходить к остановке Ракушка, так называемая остановка Ракушка. То есть это центральная часть города? Центральная часть города, да. Сейчас работы там ведутся, планируется все завершить к началу курортного сезона. Остальные деньги, это речь идет о 7 миллионах. Да, остальные деньги у нас идут, это закупка камер, около 10 камер. Сейчас тоже идет их установка. Это камеры видеонаблюдения, то есть наружного наблюдения. Также сейчас идут работы по реконструкции детской площадки по улице Лакоба. И вот такие вот работы, они сейчас производятся. Все это планируется завершить к началу туристического сезона. То есть 7 миллионов на тротуарную плитку и 10 миллионов на камеры и детскую площадку, кажется, Нет, не 10 миллионов, 10 камер. Да, но там о 18 миллионах идет речь. 18 миллионов, это же все в течение года идет. У нас в течение года были произведены работы, я могу... Другие виды работ тоже? Конечно. Тоже вот с тротуарами и так далее это было связано. Азамат, дорога к монастырю – это один из, после пещеры, наверное, или наравне с пещерой. Монастырь – это один из главных мест, туристических мест. Дорога в плачевном состоянии, там видно, что нуждается в ремонте, нужно срочно обратить на это внимание. Вот как-то этот вопрос поднимается, решается или...
На По какой стадии? поводу дороги до Монастырь, да, действительно, она сейчас находится в очень плачевном состоянии. Это дорога, которая ведет не только к одной из главных достопримечательностей города, но эта дорога ведет еще и к Новофонской школе имени Бориса Авицба. И также наверху там у нас улица Курортная и улица Орлиное гнездо. Конечно, она в очень плохом состоянии, но по данному вопросу мы настроены очень оптимистично. Не хочу утверждать, но нам обещали, что в этом году, на 2024 год, хотя бы частично, но она будет заасфальтирована. То есть такая работа, она проводится на всех уровнях. И глава города, и депутат парламента, и мы на своем местном уровне, везде, где это возможно, обращаем внимание на то, что эта дорога нуждается в реконструкции. О какой вообще сумме идет речь? Сколько денег надо, чтобы эту дорогу сделать? Сейчас уже сложно говорить об этом, потому что вы знаете, что цены поменялись. Насколько мне известно, сейчас идет асметирование этой дороги, то есть составляется смета. Пока сложно предположить, то есть это все в процессе. Хорошо, но обещают до сезона или посмотрят, как сложится вообще сезон? Это все за счет средств республиканского бюджета. Это не инвестпрограмма, а именно республиканский бюджет, поэтому... Не знаете, да, когда я и точно как не могу сказать. они решат. Но если говорить вообще о подготовке к сезону, да и вне сезона тоже вот в округе посмотреть, бродячих животных, там коров, собак, как будто бы больше стало. Вот соцсети стоит открыть, посмотреть на возмущенных граждан и по улице проехаться. Тоже замечаешь, что как-то не решается эта проблема, как будто бы. Ну, мне кажется, все-таки их не больше стало, а больше люди стали пользоваться различными социальными сетями. Ну, проблема известна. Проблему надо решать комплексно. Здесь и нужны и большие финансовые средства, и, конечно же, работа с так называемыми нерадивыми хозяевами, которые выпускают скот на улице города. Причем, если говорить про новый фонд, то коровы приходят с соседних сел. То есть это глобальная проблема. Что касается животных, ну, ежегодно перед туристическим сезоном почему-то их нерадивые хозяева именно выбрасывают в Новом Афоне, опять-таки из окрестных сел. И вот эта проблема, она из года в год продолжается. Как ее решить? Ну, решить ее, наверное, все-таки, когда у нас будут средства для строительства различного рода питомников. Вот тогда, наверное... Приютов. Приютов, да. Тогда, конечно же, эта проблема, наверное, будет исключена. Сейчас мы, насколько это возможно, стерилизуем собак, делаем так, чтобы они не бросались на отдыхающих и на жителей города. С людьми, которые запускают коров в город, у нас проходят ежемесячные, скажем так, профилактические работы. Уже не профилактические, наверное, раз уж выпустили. Ну, вы знаете, как у нас в Афоне использовалась судебная практика в этом отношении, но это небольшой штраф, люди платят, и коровы все равно будут ходить. То есть здесь надо именно менять уже сознание, наверное, людей, а это долгий процесс. Вы знаете, по поводу сознания, послевоенное время, если вспомнить, то когда на дороге там бывает, там, да, корову кто-то сбил, то приходилось водителю выплачивать деньги владельцу этой коровы. А сейчас, насколько я знаю, наоборот происходит, то есть как-то даже какую-то компенсацию берут с хозяев вот этой коровы. Наверное, то есть какой-то да. перелом, мне кажется, происходит, но как-то решать нужно эту проблему. Может, изымать, как если вот люди увидят, что все какой-то загон сделают, не знаю, продать, что ли. Такая инициатива тоже рассматривается. Опять, нам нужно искать место для закона. Где мы найдем место в городе? Как бы предположительно у нас есть такое место, предположительно это недалеко от Нового Афона. В принципе, там, если мы уже говорим об этом, практически все готово, осталось нам только приступить. Но такие вопросы, они ставятся руководством города. У нас еженедельно по понедельникам проходят совещания со всеми руководителями, в том числе и я там присутствую. Конечно, такие вопросы мы ставим. Это одна из актуальных проблем на данный момент в городе. Тем более один из главных туристических центров страны, когда на улицах
коровы, собаки бродячие, непонятно, привитые, не привитые, могут броситься. То есть это такая серьезная, на самом деле, проблема. По поводу приюта, понятно, что это финансовые, серьезные, наверное, для города деньги, учитывая, что там бюджет около 80 миллионов. Но вот стерилизация, программы по стерилизации, они не могут вот хотя бы на будущее как-то сократить популяцию, что ли? Это дорого? Опять-таки тут вопрос гуманности. Мы, честно говоря... Стерилизация лучше, чем отстрел? Стерилизация, конечно, лучше. Безусловно, но она не уменьшает популяцию собак. Я же вам говорю, что количество собак, оно увеличивается практически вот в аккурат к началу туристического сезона. Потому что программы по стерилизации же не такие масштабные. Там... Они не масштабные, но есть еще и другая сторона медали. Это нерадивые хозяева, которые отпускают своих питомцев. Люди берут собак, потом не могут их кормить, смотреть. Вот они выходят на улицу, где отдыхающие с удовольствием их кормят. Конечно, собака домой не вернется. Понятно. Ну, вопрос на повестке. Актуальный, да, он на повестке, актуальный, конечно. И будем надеяться, что найдется решение этого тоже вопроса. А вот по поводу борьбы с майнингом, это тоже напрямую связано и с туристическим сезоном, насколько бесперебойно, да, будет обеспечиваться электроэнергией и все вот эти туристические объекты. Поэтому надо думать о том, как сокращать потребление там, где можно это делать. Ну, в связи с указом президента по борьбе с майнинг-фермами в январе 2021 года был создан оперативный штаб, который возглавляет глава города. В этом штабе также присутствует и начальник милиции, и депутаты различных уровней. Работа такая ведется именно по майнингам. В Афоне пока крупных майнинг-ферм обнаружено не было. Ну, это из того, что мы знаем там в окрестностях Нового Афона. Да, вот недавно была информация, что обнаружили крупную майнинг-ферму. Так именно, если говорить про Новый Афон, майнинг-ферм пока не обнаружено в городе. Что касается потребления электроэнергии, то здесь и исполняющий обязанности главы Гудаутского района, когда встречался с нами, с активом города Новый Афон, ставил такую задачу перед нами. Эта работа, она проводится. У нас уже есть списки абсолютно всех абонентов, которые зарегистрированы в Новом Афоне. Вот мы по этим спискам работаем. Здесь, опять-таки, тоже нужно отметить, что первые, то, что мы открыли бумаги, они не совсем соответствуют. То есть данные, которые там у людей есть долг, там, условно говоря, 40 тысяч рублей, а по факту он не оплатил всего лишь текущий месяц. То есть, видимо, это какая-то техническая ошибка, поэтому данные, они не совсем корректные. Вот сейчас мы механическим образом это все будем проверять. Как раз такая работа, она сейчас проводится. А у этих граждан есть квитанции, что конечно, они платили? Конечно, у них есть и квитанции. В этом случае охотно платили. верю, но, как говорят люди, которые установкой этих приборов занимаются, люди лукавят, когда говорят, что мы платили. Какой-то все-таки как левый свет, и поэтому Ну вот это тоже будем наматывает. проверять. Это тоже будем проверять, конечно. Но незаконное потребление не за счет майнинга только может происходить, а бывают просто, да, какие-то объекты строятся, не подключаются, не регистрируются. Вот такие случаи. Таких случаев у нас все объекты, если мы говорим о гостиничных комплексах, все объекты у нас зарегистрированы в налоговой. И практически 90%. Энергетики видят. Конечно, они случае... это все, они это видят, и здесь уже, наверное, скорее вопросы не к нам, а к энергетикам, потому что они все как ИП зарегистрированы, у нас с этим проблем нет. Не так давно назначили нового исполняющего обязанности главы района. Как происходит взаимодействие с новой администрацией? Положительно. У нас и с прошлым главой были хорошие взаимоотношения в части работы. Рауль Валерьевич для Нового Афона не является новым человеком. Он это и сам говорит в различных интервью о том, что вся его молодость, она прошла именно в Новом Афоне.
Более того, будучи молодым человеком, он принимал участие и в Отечественной войне народа Абхазии, именно как раз в составе Афон-Ишерского батальона. Поэтому практически сразу после его назначения, буквально там, примерно через неделю, у нас состоялась встреча именно с активом города, где жители города поздравили его в первую очередь с этим назначением, во-вторых, стали обсуждать актуальные и насущные проблемы города и близлежащих сел. Поэтому я думаю, что пока я оцениваю как свой положительно. Человек, получается. Это хорошо, потому что человек знает какие-то внутренние Конечно, проблемы, и не так много времени ему нужно, чтобы вникнуть в процессы. Хорошо, а с вашей стороны, какие главные проблемы? Вы говорите, что встречались и с новым исполняющим обязанности главы, озвучены проблемы. Какие озвучивали проблемы вы, как граждане Афона? Проблема, мы уже ее обсуждали, это дорога на монастырь. Конечно же, она там была озвучена. Это проблема также потребления электроэнергии. То есть это один из актуальных вопросов, который ставился. И, конечно же, вопросы незаконного строительства, несоответствия архитектурному плану, типу. Такие вопросы, то есть насущные, каждодневные, с чем мы сталкиваемся. Такие вопросы были на собрании. А если послушать экспертов, которые связаны с турсферой, они говорят, что ожидают хороший сезон, но в то же время отмечают, что новое строительство, создание новых койко-мест, оно отстает от спроса. В Афоне насколько это подтверждается, по итогам, может быть, прошлого сезона, что в пик, в летние самые такие горячие месяцы, июль, август, что желающих больше, чем Афон может предложить. Вообще, как строительство идет? Новое строительство. Новое строительство у нас... Афон стал в последние годы еще более популярным в плане строительства гостиниц. Объекты строятся новые, количество койко-мест увеличивается. Но эти объекты сейчас, если мы говорим за глобальные объекты, например, бывший санаторий Абхазии или КБГУ, как мы его называем, стройка там до сих пор продолжается. Когда эта будет стройка завершена, то количество мест увеличится в разы. То есть это огромный объект. Насколько? Примерно, чтобы понять масштаб этого проекта? Пока, честно говоря, не могу вам сказать, сколько это будет. Но я думаю, это достаточно. Это прям напротив Новофонского парка. То есть с трассы видно, какой огромный объект там строится. Но какие-то новые объекты запустят к началу сезона? Заработают? Сейчас на моей памяти я пока не могу вам сказать. Крупных, крупных. Небольшие? Потому что небольшие они запускаются, а именно крупные, это все-таки долгострой. Серьезно удовлетворить спрос эти небольшие объекты они не могут, как я понимаю. Не могут, конечно, да. А по количеству рабочих мест вообще в последнее время, как вы замечаете, что происходит в этом смысле в Афоне? Количество рабочих мест вы имеете в виду... Мы часто слышим, что в стране безработица. Уровень безработицы очень высокий. А по Афону что вы видите? Действительно ли и там людям негде работать? Хотя в Афоне, Афон это туристический город. И, конечно же, большая часть населения, она именно завязана на туристической сфере. Здесь мне сложно сказать об этом. Я могу лишь только предположить, высказать свое частное мнение, потому что у нас нет такой статистики количества работающих или неработающих. Официально, на которую можно ссылаться. Но могу сказать, что в летний период практически все жители, они задействованы. Кто хочет работать, он всегда найдет, где работать. А вы замечаете, как сезон растянулся вообще во времени? Что он не только 3-4 месяца, как раньше это было? Есть это ощущение у вас? Есть, конечно, ощущение. У нас фактически, если мы говорим, то курортный сезон, мы подошли к такому периоду, что он практически не заканчивается. У нас и в зимний период, правда, наплывами, но отдыхающие есть. Это и новогодние праздники, и сейчас весенние праздники. Количество отдыхающих есть. И люди, я имею в виду конкретно именно кто отдыхает в Новом Афоне. А так, если мы говорим про однодневные экскурсии, то они практически и не заканчиваются у нас. Какой эффект
Вы видите какую-то разницу по сравнению с тем, что, допустим, 3 года назад и в этом году? Есть ощущение, что вот такой серьезный экономический эффект от того, что и туристический сезон во времени растягивается, и что вот эти однодневные экскурсии и так далее? Я могу Все-таки судить... для понимания мультипликативного эффекта. Да, конечно, я могу судить о бюджете нашем, да, о смете расходов, то в течение года всегда происходит увеличение. Там, варьируется, конечно, цифра, разная цифра бывает, но эти деньги как раз они помогают нам заниматься благоустройством города, чем, собственно говоря, администрация города сейчас занимается. А по итогам прошлого года вообще какой эффект? Вот деньги появились, что-то серьезное удалось сделать? Конечно, вот те работы, которые сейчас ведутся, я имею в виду это тротуарная плитка, укладка тротуарной плитки, камера, это уличное освещение. Это все за счет прошлогодних денег, которые к нам пришли. Это просто перетекло у нас на этот год. Вот помимо дороги, понятно, что это из бюджета республиканского должны будут выделяться деньги, видимо, большой объем расходов. А что еще планируете, допустим, если появятся возможности в бюджете новом? Какая задача в новом году будет? В новом году, если мы говорим о планировке, то, конечно же, это благоустройство придворовых домов по улице Лакоба. Мы обязательно должны продолжить ту линию, которую мы взяли. Если мы говорим, условно говоря, от нашего вокзала и идти сюда в город, там осталось буквально 3-4 дома, где мы не успели это сделать. Я думаю, что туда будут направлены силы. Также у нас есть участки, где надо будет асфальтировать дорогу, например, по той же улице Ладария, если мы берем этот переулок, о котором я вам говорил, там нужно будет асфальт положить. То есть деньги и на что их потратить у нас всегда найдется. Всегда найдутся, но приоритеты. Интересно было узнать, как приоритеты расставляются, с чего начать, какая самая главная проблема, которая горожан волнует. Это дороги, конечно, это дороги. И люди постепенно начинают привыкать к тем удобствам, которые мы им делаем. Опять-таки, тротуары – это актуальная проблема. Дорога – это актуальная проблема. Таких проблем именно силами города, которые возможно решить в той или иной степени, это будет основное наше планирование на будущий год. На этот год уже получается. На этот год. Азамат, немного времени до конца эфира остается. Автотуризм, да, он развивается, набирает обороты, а с парковками беда, и дороги загружены, и порой летом негде поставить машину. Как эта проблема решается в рамках Афона? И решается ли? В рамках Афона, если коротко говорить, то, конечно, это глобальная проблема, которая впоследствии, с чем мы столкнемся. Сейчас у нас в городе есть и платные парковки, и бесплатные парковки. Пока, если говорить об этом, нам хватает. Таких огромных пробок, конечно же, у нас нет. Но в будущем проблемы это возникнут. Вроде как в этом году планируется открытие новых парковочных мест. Я надеюсь, что это разгрузит немножко город. А так, глобально, учитывая и географию города, что это все-таки холмистый город, в общем, это будет проблема номер 1, наверное. Серьезной проблемой в ближайшие годы, потому как туризм развивается, набирает обороты. Обязательно об этом тоже еще подробнее поговорим в следующий раз. Азамат, спасибо, что были с нами в студии. Спасибо и вам. А я напомню нашим слушателям, с главой собрания депутатов нового Афона Азаматом Чуас говорили о том, как город готовится к турсезону и какие есть для этого финансовые возможности. Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазии».